Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и детский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чеченской Республики, главный редактор детского познавательного журнала Чеченской Республики Берелла Зулай Сайдумова. Автор книги, сборника пронзительных воспоминаний о трагических днях репрессий чеченского народа в эпоху сталинско-бериевского режима. Невыдуманные истории из бездны народа 1944-1957 годов. Машалзла. Я рад вас приветствовать в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И перед началом нашего разговора хочу показать нашим телезрителям вашу книгу, ваш сборник, который недавно увидел свет. Итак, дорогие друзья, вот она, эта книга, вот он, этот сборник воспоминаний. Прочитайте, и вы поймете, почему я вас об этом прошу. Итак, перейдем к нашему разговору. И мой первый вопрос. Что побудило вас обратиться к теме репрессий чеченского народа в годы сталинско-бериевского режима? Протекает ли ваш интерес из личной истории, из памяти вашей семьи? Безусловно. Дело в том, что вот по мере того, как я взрослела на рассказах, на воспоминаниях моей мамы, бабушки, которая всегда в канун вот годовщины депортации очень с печалью в глазах вспоминали они те дни. И в моей памяти отложилось все то, что так было скорбно для этих людей. Когда я уже после студенческих лет стала немножко писать, мама ко мне обратилась с просьбой. Ты немножко пишешь, я тебе много раз рассказывала об истории казахской семьи, благодаря которой я и мои двое сыновей не погибли в ту страшную годину 43-го года. Но пока мы молоды, мы как-то относимся к этому, не до того бывает. И вот, когда не стало мамы, я почувствовала, что я должна выполнить этот висет. И вот, собравшись с духом, помня все ее рассказы, я написала вот этот коротенький рассказ «Благодарная память». И отправила его в наш журнал «Республиканский литературно-художественный ОРГА». Его опубликовали. И после этого я получила несколько писем от неравнодушных людей, которые тоже мне рассказывали, поведали, видя меня единомышленницу в этом разговоре, о семейных своих историях, вот, связанных с трагедией нашей депортации. И вот так родилась эта идея. Накапливался материал. Книга звучит очень громко, вот эта тонкая брошюра, говорят, мал золотник да дорог. Если перевести то, что там написано, в эмоциональный фон, вот то, что я ощущала, когда работала над ним, и то, что будут чувствовать люди, которые будут читать этот сборник, нас будет объединять хотя это и тяжелая, но светлая память вот о тех трагических годах, которые пережили наши родители. Невыдуманные истории из бездны народа. 1944-1957 годы. Негромкое. Я бы сказал, правильное название. Невыдуманные истории. Я ознакомился с вашей книгой, я прочитал некоторые воспоминания и поймал себя на мысли, что когда мне рассказывали мои родители, как это все происходило, у меня было такое же чувство, когда я читал эту книгу, когда я читал эти воспоминания. А как формировалась канва вашей книги? На что
опирались при создании данного повествования? Ломаль, вы знаете, что Это сложная работа. этой теме достаточно немало книг посвящено нашей чеченской литературе. Поскольку я работник библиотеки и всегда должна была работать вот с памятными, календарными, трагическими датами, естественно, вот эту тему депортации я знала очень неплохо, исходя из той литературы, которая меня окружала по этой теме. И я обратила внимание, но мне показалось, это мое субъективное мнение, вот рассказывая о геноциде этом, мы как-то вот, те, кто писал об этом, они углублялись в этот геноцид, но при этом любая трагедия имеет еще и светлые стороны. И мне очень захотелось вот в канве вот моей благодарности моей матери в этом сборничке рассказать вот о той помощи, которую нам оказывал казахский народ в те очень драматические годы, хотя Казахстан настраивали, что едут людоеды, что это не люди, звери, и тем не менее все то человеческое, что объединяет цивилизованный мир, даже в тот момент работало. И поэтому мне показалось очень важно, что вот среди вот на книжной полке, где будут стоять и стоят книги, рассказывающие об этой трагедии, будет стоять и такой сборник, который называется «Невыдуманные истории». Это фактические истории тех печальных лет. Скажу еще, вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, почему я вот ушла в эту тему. Когда я работала в библиотеке, вот, работая с детьми, а библиотекари, они работают с детьми, прививают любовь к чтению, рассказывают об истории, проводят массовые мероприятия, я обратила внимание, когда мы проводили мероприятия вот по тем книгам, которые у нас уже были изданы, допустим, скажем, те же книги Жургаевых, дальше Махмаева, я замечала, несмотря на то, что мы заранее, вот в канун этой даты, выставляли эти книги с тем, чтобы дети прочитали, хотя бы не видевшие вот этот геноцид, чтобы они соприкоснулись и с этой трагической историей. И я увидела, что это большой пробел на современном этапе вот подачи этой даты. Если вы обратили внимание, в этой книге, ну, поскольку я остаюсь библиотекарем, если я 50 лет проработала в библиотеке, вы обратили внимание, я в ней еще поместила викторину с тем, чтобы дети, отвечая на эти вопросы, чтобы ответить на эти вопросы, надо хотя бы минимально перечитать то, что есть по этой теме в нашей чеченской, да и в ингушской литературе. Так это основная идея, которую вы вложили в эту книгу? Нет, это у меня вторая идея. Я же вам сказала, основная идея у меня, во-первых, выполнить завещание мамы, а во-вторых, показать, что вот эта трагедия давала примеры великого братства чеченского и казахского народа. Вот это я и хотел. Вы обратили внимание, уточнить. там я в предисловии сказала, что посвящаю памяти своих родителей и братскому казахскому народу. Поэтому вот 3 задачи. И следующая это задача, чтобы дети, прочитав этот сборник, обратились вот к тем датам, которые я указала в викторине, с тем, чтобы вот закрепить их незнание вот об истории того периода. В чем, по вашему мнению, заключается актуальность вашей книги на сегодня? Вы знаете, сейчас в мире столько зла, что каждое последующее зло как бы перечеркивает предыдущее. Мне хотелось сказать, что вот у, скажем, многострадального чеченского народа вот в ее трагической истории есть очень и светлые моменты, которые дают образцы дружбы народов, вот казахского, чеченского народа. Для меня важно было, чтобы вот эта книга дошла прежде всего до читателей-подростков, потому что, понятное дело, с каждым годом мы отдаляемся от этой даты, мало остается людей, кто пережил этот геноцид, и поэтому
всякий раз вот эту историческую дату дополнять вот необходимыми вот такими фактами, которые способствуют правильной ориентации подрастающего поколения. А ваши герои, те люди, чьи воспоминания озвучены, я скажу так, в этой книге, они сами к вам приходили? Вы уже говорили о том, что некоторые люди в первый раз пришли сами. А дальше как? Сами пришли. Вот те, кто ко мне пришел, вот так мы разговариваем. Поднимались они ко мне в кабинет, мы разговаривали. И они, рассказав свою историю, давали мне фамилию еще другого человека, у которого тоже есть вот в этом плане очень интересные воспоминания. Хочу сказать, вот у меня был такой момент в период завершения работы над этим сборником. Мне на телефон раздался звонок, и, значит, совсем незнакомый человек мне сказал, что он знает факт, что в Казахстане жил человек, который вот в момент такого, знаете, абсолютного пессимизма, что мы в конце концов вернемся на историческую родину, и когда вот заходили эти разговоры, этот человек сказал: в тот день, когда я услышу, что нам разрешено вернуться на нашу историческую родину, на Кавказ, вот с этого дня я буду держать Мархныш. И вот меня это заинтересовало. Я, значит, попыталась выйти на след этого человека, но не на него, на его дочку я вышла. И она мне сказала, когда я пересказала вот рассказ того человека, который ко мне обратился, она со слезами на глазах рассказала мне эту историю, но она сказала: я очень прошу, не упоминай эту историю в твоей книге. Цу дейлгах динхондер из-за муссу дейлгах дешталхома не требует обнаружения. Но слушать воспоминания людей, которые прошли через этот ад, из уст их потомков, это несложно? Не Знаете, трудно? сложно. Если вы, наверное, обратили внимание, как ко мне, тот момент, когда я работала над этой книгой, очень знойное лето было. И я вот в кабинете душно, жарко выбегала в сквер журналистов, и там писала вот эти бумажки свои. Ко мне подошла женщина, которая вот убирает улицы. Мы с ней так вот каждое утро виделись, здоровались, и поэтому такое у нас шапочное знакомство было. И она видит, что я сижу долго, пишу что-то, подошла, подсела. Но я ей сказала коротко. Вы знаете, Лома, когда она поведала свою историю, я после этого дня 3 не могла Я читал об этом. писать. Я не могла 3 дня писать. Вот то, что она мне рассказала, хотя у меня не очень богатое воображение, я мысленно представляла все это, и мне было очень тяжело. Поэтому, а сколько вот недосказанных еще историй осталось. И мне кажется, вот прочитав эту книгу, как равно и когда вот в журнале «Орга» прочитали эту мою статью, люди тоже, у кого есть что сказать, спохватятся и будут писать. И вот эта тема наша, она пополнится еще новыми источниками. Это значит, мы можем ждать продолжения? Да, Мула. А поведайте, где увидела книга свет? Каковы были первые отклики? Значит, как только книга вышла, была презентация ее. Ее показывали по нашему ГТРК «Грозный» канал. Дальше, узнав, что вышла эта книга, к нам в республику приехала казахская делегация на какой-то форум. И мир полнится слухами, и меня пригласили на этот форум. И я посчитала уместным понести эту книгу, поскольку казахстанцы приехали. И вот когда я все это рассказала, женщина, которая возглавляла эту делегацию, она прослезилась, подошла ко мне и говорит: вы знаете, говорит, мы в Казахстане, у нас очень большая чеченская диаспора проживает до сих пор в Казахстане, и мы очень бережно относимся вот ко всему тому,
что проливает свет на взаимоотношения чеченцев и казахов вот в тот трагический год. У нас есть музей, я вам обещаю, эта книга займет достойное место. И вот после того, как эта книга уехала в Казахстан, мне стали приходить письма оттуда. Более того, их главный литературно-художественный журнал «Простор» опубликовал вот именно из этой книги вот рассказ моей мамы, вот, который дал название этому сборнику. Естественно, редактор сказал, что в любой момент мы рады вас видеть в Казахстане. Отзывы пошли. Да. Критика была. Да, критика была, но я рада, что критика была не вот с Казахстана, а критика была вот местная. В чем заключалась? Можно немножечко? Мне просто интересно, после вот таких воспоминаний, вот, что может быть? Ну, например, я сейчас вот все, что вот я почувствовала в плане критики, обобщу вот в одно предложение. Вот те, которые критиковали, они говорили, что ну не бывает, чтобы все ура, ура, хорошо, а есть и отрицательные примеры. Так вот, я сказала, что касается отрицательного примера по этой книге, их достаточно, я имею в виду, очень я негативно отношусь к книге Приставкина «Ночевала тучка золотая». Я говорю, вот этого было сполна, я говорю. Моя цель была рассказать в этой книге о светлой части этой трагедии. Невыдуманные истории из бездны народа 1944-1957 годов. Вот одно название говорит уже само за себя. Что тут может быть? Ломайль, интересная реакция была, вы там, наверное, читали воспоминания Руслана Хачукаева, это известный наш деятель культуры. Читал. И вот его воспоминания, которые я изложила в этом сборнике, для меня это было открытием, что вот, например, я знала, что я даже смутно помню, как вот по приезду нашему был организован вот этот бунт в Грозном. А он пишет, когда они возвращались, а мы с ним одно поколение, и он рассказывает, что на перроне Грозненского вокзала их встречали с песнями и горские евреи. Вот для меня это было открытие, я первый раз это слышала, поэтому вот мое восприятие вот нашего возвращения вот через то, что я видела, и то, что имели и другие люди. Так вот это наглядно показывает, как вот одна и та же история имеет и такой, скажем, позирующий вот взгляд на историю, и другой. Вот с одной стороны... У каждого свое мнение. Да, бунт недовольных возвращением в Чеченскую республику жителей, и с другой стороны радостная встреча тех, кто годами проживал с нами здесь бок о бок. Кто что видел. Да. Помимо исторических свидетельств о репрессиях, чем еще ваша книга может быть важна для современного читателя? Вы знаете, я сейчас скажу вам очень смелую мысль. Вот сила нации в том, сколько талантливых людей взрастит она. Понятное дело, что эта тема давняя. Я знаю, что среди тех, кто сейчас учится в школах, подрастающее поколение, если они прочитают эту книгу, попытаются ответить на вопросы этой викторины, а может быть, кто-то захочет проштудировать историю того периода. Может, ученый явится на свет вот благодаря прочтению этой книги. Поэтому все малое, все великое начинается с малого. И мне очень хотелось, чтобы, вот, прочитав эту книгу, в отличие от тех книг, которые у нас есть, где вот, ну, с кровью и сердцем их читаешь, вот, настолько болезненна эта тема и то, как это все было. И поэтому вот если вот эта такая, скажем так, светло-печальная книга пробудит интерес в наших детях, и кто-то займется научным поиском, откроет какие-то факты неизвестные. Ведь в архивах, в закрытых архивах
много еще материала. Поэтому у меня и вот такая цель, поскольку я всю жизнь занималась детьми, воспитанием детей, а психологи замечают, взрослые, которые по жизни связаны с детьми, они в душе остаются детьми до конца своих лет. Поэтому мне захотелось, чтобы дети эту книгу прочитали, как говорится, от корки до корки, и что-то в них пробудилось. Вы меня простите, конечно, но эта книга не только для детей, это книга и для взрослых людей. Я не знаю, как это объяснить, но так в студии, на сцене, где бы я ни был, я так, как сегодня, никогда не волновался. Когда я работал, какой-то материал. Действительно, очень сильно волнуюсь. Так что эта книга для взрослых, я бы сказал. Ломайл, недавно ко мне обратились журналисты ингушского телевидения, тоже мир полнится слухами. Они сказали, что какие-то их незнакомые журналисты отсюда переправили им журнал «Орга», где у меня было опубликовано, и они мне предложили, они не знали, что книга вышла, приехать вот с этой темой к ним на телевидение и рассказать. Ну, я сказала, посмотрим, до этого дожить надо, это было вот в начале января. А когда они узнали, что вышла книга, ну, в общем, стали ко мне звонить, стали, где можно купить эту книгу, где можно достать ее. Но дело в том, что тираж у меня был небольшой, книги у меня все разошлись, у меня даже для себя только одна эта брошюрочка осталась. Поэтому они и предложили мне переиздать эту книгу. Даже нашлись те журналисты, которые захотели войти в долю вот, материальной части при переиздании этой книги. Для меня это был момент истины, я была очень впечатлена и благодарна. Как говорится, книга пошла в народ. А если более подробно сказать, действительно ее можно сейчас найти где-нибудь? Нет. Дело в том, что где-нибудь на руках, вот кто у меня взял, наверное, она у них есть. Но чтобы я ее куда-то на продажу выставила или кому-то, в общем, ну, пачками. В свободном передала. доступе нет? Нет, нет. Жаль. Мои дети сказали, мама говорит, ну, они тоже, фамилия у нас одна, резонирует эта книга. А у меня сын говорит, я на себя беру ее переиздание. Нужно людям переиздать и раздать, говорит, и Бог мельбу. Ну, в общем, пока это на уровне разговоров. Там посмотрим. Там посмотрим. Буду ждать продолжения с нетерпением. И последний вопрос нашей сегодняшней беседы. Я очень надеюсь, что мы еще раз встретимся в этой студии. Спасибо. И вы расскажете о продолжении невыдуманных историй. Да. Я скажу так. А действительно, когда ожидать выхода вашей следующей книги? Можно спрогнозировать? Вы знаете, я вас сейчас немножко удивлю. Есть судьбы людей, которые тянут на книги. Вот судьба человека, который тянут на книги. Я всю жизнь проработала в профессии, которая в ряде профессий человеческих всегда считалась скромной, незаметной. А ведь эта профессия, к библиотекарю идут и летчики, и ученые, и профессора. Ко мне просто приходили люди и говорили, посоветуйте, что почитать. Поэтому для меня библиотекарь – это человек, который сопричастен ко всему светлому, потому что это единственная профессия, где человек с утра, идя на работу, может сказать, я сегодня сделаю хоть одно, но открытие для себя. Ну, в самом деле, зайдя в библиотеку, взяв любую книгу с полки, я сделаю открытие, которое я вчера еще не знала. Поэтому моя долгая жизнь, библиотечной жизни, ну, достаточно, если я в одной библиотеке проработала 50 лет и прошла путь от рядового библиотекаря до директора. И которая стала лучшей в стране в свое время. Да, то мне есть что рассказать. Я, когда вот написала эту книгу, я подумала, вот, ну, я не пережила это выселение. А вот если мою книгу переложить, будет она интересна читателю? Я вам открою секрет, я сейчас работаю над автобиографической книгой. И когда нам ожидать? Ну, я думаю, что сентябрь, октябрь будущего года.
Будем ждать. Да. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. Я буду ждать нашей новой встречи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И детский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чеченской Республики, главный редактор детского познавательного журнала Чеченской Республики Берелла Зулай Сайдумова. «Невыдуманные истории». Вот она, эта книга. Еще раз показываю и советую почитать. И напоследок. Не болейте, будьте здоровы.